Здравствуйте, уважаемые участники нашей проектной сессии. Пожалуйста, напишите в чате, слышно ли, видно ли, как в сказке начинаем с вопросов. Если все хорошо, поставьте, пожалуйста, в чате плюсик. Слышно и видно. Отлично. Уважаемые коллеги, я предлагаю не терять драгоценное время. Программа у мероприятия «Хакатон молодых педагогов» очень плотная, очень насыщенная. Мы еще встречаемся с вами завтра, но в рамках уже мастер-класса. А сегодня будет много всего интересного. Мы сегодня будем представлять вам программу и некоторые, даже не хочу сказать особо интересные, потому что интересного очень много в программе, что подтверждено и временем, и отзывами, и серьезной диагностикой, но некоторые моменты в рамках 50 минут отведенных сегодня еще и покажем, и с интерактивом, с общением, взаимодействием с вами. Сегодня мы будем работать с вами вдвоем. Сергей Александрович Аверин, кандидат физико-математических наук, доцент, соавтор программы STEM-образования детей дошкольного и младшего школьного возраста и автор модулей робототехника и робототехника и искусственный интеллект. И меня зовут Наталья Сергеевна Муратхаджаева, я кандидат педагогических наук, доцент и автор модулей мультстудия и информационные медийные технологии. Уважаемые коллеги, как я уже сказала, план у нас на этот отведенный промежуток времени достаточно серьезный. И позвольте начать с небольшого представления самой программы в целом. Мне опять понадобится ваша помощь в связи с тем, что я должна буду сейчас демонстрировать презентацию с рабочего стола в связи с тем, что она большая. И надеюсь, что все получилось. Если вам не сложно, поставьте, пожалуйста, в чате плюсики, если презентация видна. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы начинаем площадку STEM-образования для детей дошкольного и младшего школьного возраста. И рады приветствовать наших коллег. Наталья Сергеевна Муратхаджаева, кандидат педагогических наук, начальник учебно-методического центра ЛТ Кудец, автор образовательных модулей мультстудия и информационные медийные технологии. И ее профессиональная команда, коллеги: Сергей Александрович Аверин, кандидат физико-математических наук, соавтор модульной парциальной программы STEM-образования детей дошкольного и младшего школьного возраста и автор образовательных модулей робототехника, а также Марина Александровна Романова, доктор психологических наук, кандидат педагогических наук, автор образовательного модуля «Логика и комбинаторика». Коллеги будут работать с нами сегодня и завтра, да, 2 площадки. Да. И я передаю вам слово, пожалуйста. Спасибо. Прошу прощения за небольшой фальстарт. Я уже поздоровалась с коллегами, но я думаю, что это только плюс. Правильно? Лучше несколько раз поздороваться. Большое спасибо коллегам. И что ж, зато я увидела в чате плюсик, который дает мне определенное душевное спокойствие в понимании того, что презентация видна. Уважаемые коллеги, позвольте вернуться к нашей общей презентации. Одну секунду. Угу. Так, и вот она. Итак, коллеги, перед вами на слайде название программы, которая уже стала брендом. И это не громкие слова, потому что STEM-образование
Данная программа STEM-образования для детей дошкольного и младшего школьного возраста успешно реализуется уже свыше чем в 24 регионах и субъектах Российской Федерации. Можно сказать, что количество садов, и это абсолютно смело, и более того, это подтверждено документально, поскольку детским садам, которые реализуют часть для дошкольного образования, присваивается статус инновационных площадок, количество данных учреждений уже превысило 300, а сейчас активно реализуется уже начат процесс апробации программы и в начальной школе. Так. Образование детей дошкольного и младшего школьного возраста. Эта программа, которая, собственно, является парциальной и модульной программой развития интеллектуальных способностей в процессе познавательной деятельности и вовлечения в научно-техническое творчество. Очень важно сказать о том, что именно в дошкольном возрасте и в младшем школьном возрасте формируются те навыки, которые позволят потом ребенку быть востребованным и с точки зрения его профессиональной деятельности, когда он станет взрослым, и с точки зрения его развития, его интересов в кружках технического творчества, возможно, в сельности, а возможно, в аквариумах. Я хотела бы также обратить ваше внимание, что программа развивает инженерное мышление. Не просто знание специфических дисциплин, это особая картина мира, которая возникает у ребенка, это особый способ мышления. И это умение видеть мир как систему, проектировать ее элементы и управлять ими. Вот, собственно, цель и задача подобного рода программ, и нашей программы в первую очередь. Дорогие коллеги, очень надеюсь, что вам было сейчас слышно небольшой отрывок выступления советника министра просвещения Российской Федерации, кандидата педагогических наук, профессора Татьяны Владимировны Волосовец. Татьяна Владимировна, Вера Александровна Маркова и Сергей Александрович Аверин. Вот три автора самой программы, концепции ее структуры, такого понятия, как образовательные модули, о которых чуть позже скажет Сергей Александрович. Однако хочу подчеркнуть, что программа модульная, вы это видели в самом начале, да и я уже не единожды подчеркнула. И вот у каждого модуля есть еще свой автор, который, скажем так, несет и личную ответственность, и делает все для того, чтобы его модуль тоже жил и развивался. И вот сегодня я, например, вы увидите меня в этой ипостаси как автора модуля «Мультстудия». Ключевые особенности программы. Буквально тезис на 5. На мой взгляд и на взгляд моих коллег, это вариативность форм, содержания. То есть это не еще одна программа с еще одним набором занятий. Это программа, которая позволяет гибко встраивать ее и в основную образовательную программу в качестве парциальной вариативной части, да, либо на уровне школы. Не только это внеурочная деятельность, но и интеграция с преподаванием учебных предметов. Далее, второе, это среда как субъект. Казалось бы, противоречие среда и субъект. Мы привыкли воспринимать ее в плоскости субъектно-объектных отношений. А мы говорим о том, что здесь такая специально созданная среда, такая специально подобранная среда. А я не упомянула, что вот в этом широком, расширенном коллективе авторов у нас тоже люди достойные, и доктора наук, профессоры, люди со званием профессора, доцента, кандидаты наук. И каждый из них приложил максимально, каждый из нас максимальные усилия по отбору либо созданию авторской среды. И третье – это гибкость и адаптивность под условия конкретной образовательной организации. Четвертая важная, на мой взгляд, позиция – это эффективное использование вот этого времени, которое наш федеральный государственный образовательный стандарт отводит под реализацию вариативной так называемой части основной образовательной программы, как на уровне дошкольного образования, так и на уровне
начального общего образования. И, конечно же, пятый немаловажный факт – это полная возможность, ну вот максимально, на мой взгляд, иначе я, наверное, не говорила бы везде, что для меня честь быть в этом авторском коллективе и быть сопричастной к этой программе. Так вот, это возможности развития профессиональной компетентности педагога. Отчасти, коллеги, то, что происходит сейчас, это подтверждение моим словам, вот последнему тезису, потому что у нас создано и активно действует целое сообщество STEM-педагогов, мы активно общаемся в социальных сетях, мы проводим много масштабных международных мероприятий, мы даем возможность, сейчас еще расширяем это коллегам, и публиковаться, и выступать, и демонстрировать свой опыт на всю страну, и не только демонстрировать, но и обмениваться опытом и с практиками, и с учеными. То есть вот такой конгломерат. И здесь есть еще важная третья составляющая в нашей программе – это отечественный производитель, то есть вся среда, которая специально создана для программы. Это знаменитая компания Altecudis, которая уже свыше 28 лет занимается производством и развитием образовательных решений для детей в России. Программа является преемственной. Я прошу прощения, что я, может быть, несколько быстро говорю, но у нас достаточно жесткий тайминг с вами, а сказать хочется многое. Поэтому я просто оставлю сейчас этот тезис, подчеркну только то, что она преемственная, да, программа и для дошкольного уровня, и для начальной школы, но в то же время она оставляет возможность ребенку, который на уровне детского сада не работал, не учился по вот, STEM-образованию, да, у нас предусмотрена эта линия, то есть на уровне начальной школы такие гибкие образовательные линии идут. Ребенок вполне успешно может достаточно быстро через систему таких вариативных заданий догнать, так сказать, извините за такой термин, и быть успешным в реализации STEM-образования. Далее, на дошкольном уровне модулей 6. Они перед вами на экране. Я не буду их сейчас называть, поскольку про каждый я скажу несколько слов, но хотелось бы сразу сказать, перебрасывая такую логическую линию на модули начальной школы. Мы всегда говорим «первый модуль», хотя нет как таковой градации какой-то, чтобы у вас не сложилось впечатление, что модули на уровне дошкольного образования либо начального общего образования реализуются в некой линейной последовательности. Нет, отнюдь. Идеальный вариант – это сразу использовать, реализовывать все 6 модулей для дошкольного образования или все 5 модулей для начального общего образования. Однако мы видим сотни примеров, когда та или иная образовательная организация начинала с одного либо с нескольких модулей, и только потом приходила к интегративной реализации всех модулей. Тут причины две. Во-первых, опять вот эта гибкость программы под среду, под конкретные условия, то есть есть возможность вот такого мягкого поэтапного входа. Ну а вторая причина – это, конечно, создание среды, это тоже иногда дело не быстрое. Итак, тем не менее, почему я сказала первый модуль «Дидактическая система Фридриха Фрёбеля»? Потому что основа основ. Перед вами на слайде только тезисы, только такое, скажем так, предварительное прикосновение к всей глубине методической системы Фридриха Фрёбеля. Это и 3D-конструирование, это и знакомство с сенсорными эталонами формы, цвета, величины, размера. Далее, это потрясающие абсолютно вещи, связанные с трансформацией постройки без разрушения, то есть сюжетное конструирование, то есть по сути это пропедевтика робототехники, это пропедевтика очень многих тех направлений, с которыми ребенок столкнется в дальнейшем обучении. Прямого
такого продолжения, да, и вообще нельзя сказать, что какой-то модуль в дошкольном части программы механистически переходит в начальную школу. Нет, они переплетаются тонкими линиями на уровне не просто смыслов, но на уровне вот того, что развивается у детей. Но, конечно, понятно, что если мультстудия чуть больше имеет связи с модулем информационные и медийные технологии, более прямую связь, робототехника с робототехникой и искусственным интеллектом, на это я забегаю вперед. А вот дидактическая система Фридриха Фрёбеля, не имея прямого прям вот продолжения, она, тем не менее, этот модуль оказывает влияние на все модули программы в начальной школе, особенно на инженерию, логику, комбинаторику, робототехнику, искусственный интеллект. Вот я и приоткрыла несколько завесу тайны, да, теперь вы уже часть модулей знаете, как называется. Будьте внимательны, сейчас открою карты полностью. На дошкольном уровне реализации программы STEM-образования второй модуль, следующий, о котором хочется сказать, это модуль экспериментирования с живой и неживой природой. Один из ключевых модулей для формирования исследовательских способностей ребенка. А что такое исследовательские способности? Если свести всю теорию, позволить себе там к одной фразе, да, к одному тезису, это умение мыслить, задавать вопросы, формулировать гипотезы, свои предположения, умение работать с информацией, важнейшее умение, но более подробно еще чуть позже об этом скажем, умение проводить эксперимент, наблюдать и доказывать свои идеи, формулировать их, защищать и возгораться пламенем нового вопроса, как я люблю добавлять. Понятно, что на дошкольном уровне это проходит в рамках опытной экспериментальной деятельности, для которой создана интереснейшая среда. А если мы говорим о начальной школе, то здесь мы оперируем уже, и среда сама усложняется, и подходы усложняются, и мы уже, уважаемые коллеги, на уровне начального общего образования называем наш модуль «Исследовательская деятельность». Следующий модуль – робототехника. Мое выступление прошу воспринимать как краткий анонс, поскольку следующим за мной выступает, собственно, автор Сергей Александрович Аверин. Поэтому я лишь покажу на слайде, какое количество важнейших задач решает данный образовательный модуль. Несколько так это, опять же, знаете, чтобы повысить ваш интерес, лишь продемонстрирую лишь часть на слайде среды. И скажу, что в начальной школе добавляется еще два, ну даже три, учитывая предлог, но добавляется такой термин «искусственный интеллект», робототехника и искусственный интеллект. Сергей Александрович расскажет и покажет более подробно. Часть среды перед вами на экране. Математическое развитие. Данный образовательный модуль, вот он, наверное, уникален, на мой взгляд, потому что, как у дошкольников, мы знаем, встроена в основную образовательную программу формирования элементарных математических представлений, так и в начальной школе понятно, что дети учат математику, но почему же это отдельный модуль в рамках STEM-образования? Да потому что он не просто дополняет, расширяет программу, скажем так, дошкольного образования или школьного образования. Он дает уникальную возможность и педагогу, и ребенку, и детям, если они решают совместно в процессе совместной деятельности. Он дает уникальную возможность развить самое главное, что должна развить математика – мышление, логику, способность, скажем так, не только к конвергентному мышлению, но и к дивергентному, когда для одной задачи ребенок
способен дать много ответов, и все они принимаются, если этот ответ ребенок может доказать. На слайде перед вами лишь небольшая часть уникальной среды, которая подобрана к этому модулю. Завтра, надеемся, покажем вам более подробно. Как бы подтверждая мои слова, на начальном общем уровне образования модуль уже называется «Логика и комбинаторика». Разделы перед вами на экране, только часть даже разделов. Следующий модуль – лего-конструирование. Почему я улыбаюсь и даже такой позволила себе небольшую паузу? Да потому что, ну, казалось бы, опять же, да, дошкольники и конструирование. Но лего-конструирование как модуль программы STEM-образования детей дошкольного и младшего школьного возраста, опять же, вот почему, наверное, залог такой вот успеха программы, а я спокойно говорю про успех, потому что мы не в начале пути, мы работаем уже 4-й год в рамках серьезного межсетевого сотрудничества, взаимодействия, и у нас уже есть подтвержденные результаты, я чуть позже их покажу. Поэтому я так спокойно говорю, в чем залог успешности данной программы, в чем одна из причин. Так вот, в более таком, может быть, глубоком, более системном осмыслении даже, казалось бы, привычных дел. Конструирование. Не только понимание конструирования, как собрать постройку по образцу, по замыслу и так далее, но умение создавать новые образы, умение соединять это с реальным социальным окружением, умение вообще моделировать, умение работать в команде с коллективной ответственностью по принципу осмысления общего плана, конструирования, обыгрывания, рефлексии и улучшения модели. Но, к сожалению, опять же, не могу, хотя это очень интересная тема, но я вынуждена идти дальше и сказать вам, что в начальной школе модуль, который, ну так условно, я повторюсь, они все связаны между собой, но тем не менее там появляется у нас модуль инженерия. Модуль инженерия предполагает уже не только конструирование и объемное 3D-конструирование, предполагает еще и работу с компьютерным моделированием. Далее, мультстудия. Опять же, очень кратко, потому что она вас ждет воочию, если сможем, даже небольшой мультик снимем. Поэтому не буду сейчас долго рассказывать, хочу сказать только то, что наша мультстудия отличается, и вот наш подход отличается одной принципиальной позицией. Мы не ставим во главу угла мультфильм как таковой, хотя результат деятельности – это очень важно, и эстетический эталон – это очень важно. Я сама 2 руками за, как дошкольник. Но, тем не менее, во главу угла мы ставим то, что происходит с личностью ребенка, когда он в коллективе других ребят сочиняет сам мультфильм, сочиняет сюжет, героев, создает их образы, сам снимает, да еще надо и договориться, сделать это всем вместе, сам его монтирует, а наша программа позволяет, это 5-летки спокойно делают, и потом еще может где-то это презентовать, защитить. И закономерным движением дальнейшим стало возникновение модуля информационные и медийные технологии, где уже 3 раздела, я чуть позже более подробно покажу, но это и мультипликация, все различные техники, это и работа с 3D-ручкой, то есть как основа стереометрии, и медиаведение, то есть детская журналистика, анимационный блогинг и так далее.
На уровне дошкольного образования, как я уже сказала, результаты не просто подтверждены, так скажем, через какую-то обратную связь с родителями, с педагогами, а проведен уже очень масштабный эксперимент, и его результаты я чуть позже вам покажу в логике того, что мы с Сергеем Александровичем на сегодня продумывали для общения с вами. Но что касается начальной школы, вот я уже завершаю свое выступление, хочу сказать, что в начальной школе мы начинаем апробацию, то есть это следующий шаг, закономерный шаг, то есть мы апробировали программу на дошкольном уровне образования, там уже начинается этап реализации, для начальной школы начинается этап апробации. Программа предусматривает достижение личностных и метапредметных результатов и формирование универсальных учебных действий, таких как познавательные, коммуникативные и личностные. Я думаю, что мы дадим возможность тем, кто заинтересуется, потом познакомиться более подробно с презентацией, где вы увидите все подробно, эта взаимосвязь расписана. Между прочим, сам Осмолов и академик Никандров, они во многих своих публикациях подчеркивали большой потенциал внеурочной деятельности для формирования универсальных учебных действий. Если посмотреть на их смысл, регулятивные универсальные учебные действия также, если посмотреть на то, что содержат в себя эти понятия, то когда вы познакомитесь с программой, вы поймете, насколько богатый потенциал. И поскольку у меня осталась буквально 1 минута, я очень кратко хочу сказать, что наша программа активно работает в сфере работы инклюзивного образования и работы с детьми с особыми возможностями здоровья. Есть опыт сотрудничества с ГППЦ, городской психолого-педагогический центр Москвы, где вообще отдельная написана подпрограмма, да, для работы с детьми с различными нозологиями. И активный опыт работы многих, не побоюсь, я отвечаю за свои слова, сотен педагогов. Сейчас мы проводим серии круглых столов, каждые 2 недели выступают коллеги и показывают, как они работают по STEM-образованию, по нашей программе с детьми с особыми возможностями здоровья в различных группах с различными нозологиями. И мне, к сожалению, нет времени подробно рассказывать обо всем, о чем я хотела сказать. Но вот это анимационно-театрализованный блок, который позволяет работать с красками Эбро. Вот некоторые такие видео, которые подтверждают мои слова последние, о чем я только что сказала. Угу. Ну что ж, уважаемые коллеги, я исчерпала пока вот время своего первого выступления. Сейчас прошу прощения, разберусь, как вернуться. Разобралась. Очень надеюсь, что такой традиционный вопрос всех, кто сейчас перешел на дистанцию и ведет вебинары, слышно ли, видно ли, но меня как бы вдохновляют плюсы, которые я вижу в чате. Я с удовольствием передаю слово Сергею Александровичу. Сейчас мы только разберемся, как подключиться. Сергей Александрович, у вас должен быть виден значок камеры сверху. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Спасибо, Наталья Сергеевна. Спасибо, Дмитрий Валерьевич, который за кадром будет мне помогать, является представителем организаторов. И разрешите сразу перейти к следующему слайду. Да, речь пойдет о программе STEM-образования. Ее уже сделал хорошую презентацию, прекрасную презентацию моя коллега Наталья Сергеевна Муратхаджаева. Я только замечу, что вот в прошлом году программа была принята на сайте ФИРО как рекомендованная
для дошкольного уровня, парциальная программа. И ее там можно, кстати говоря, найти и даже скачать вот ее основную книжечку вот эту без каких-либо проблем и оплат. Пойдем дальше. Я не буду останавливаться тоже на этом слайде, который демонстрирует преемственность, о нем сказала Наталья Сергеевна, но и есть преемственность и в модулях, которые робототехникой на дошкольном уровне, и робототехника, и искусственный интеллект на уровне уже начальной школы. Но подчеркну, что такое образовательный модуль, потому что мы ввели это понятие, оно может быть и не столь уж новое для опытных практиков, тем более педагогов со степенью, но очень важна для того, чтобы реализовать вот те самые требования, которые у нас есть по программе, ее особенности. И каждый образовательный модуль состоит из 3, а вообще даже из 4 частей. То есть это среда, это развивающий предметное пространство. Если говорить на дошкольном, на уровне в ГОС-ДО и на языке в ГОС-ДО, это методическое сопровождение к этой среде, и это курсы повышения квалификации, сопровождение уже учебное, чтобы научить, как с этим работать. Есть и 4-я составляющая, то есть мы делаем все, чтобы можно было промониторить эффективность в достижении цели программы. Так вот, например, вы познакомитесь с помощью Веры Александровны Марковой, или завтра мы это сами сделаем, что программа эффективна в достижении этих целей. И кроме того, мне хочется подчеркнуть, что все модули, они живые, они действительно, среда их представляет как бы субъекта образовательного процесса, потому что за каждой средой, за каждой методикой, за каждым модулем стоит автор. И этот автор с нами взаимодействует, получает очень большую обратную связь от практиков, которые работают с нашей программой и с каждым ее образовательным модулем. Вот давайте посмотрим, что происходит на уровне, пожалуйста, следующий слайд, что происходит с робототехникой. Вот здесь идет сначала темы, которые взяты, ну, такие классические для организации занятий. Тот, кто с робототехникой так или иначе имел дело, вряд ли здесь найдет много нового, но я хочу подчеркнуть 2 пункта. Один пункт – это формирование бережного отношения к оборудованию. Я считаю, что очень важно именно в робототехнике, ну вообще важно и в программе, и в системе образования воспитывать культуру эффективной деятельности в конечном итоге. И знаете, я потом еще об этом вернусь к этому пункту, когда буду рассказывать про Lego Vidu 2.0. И вот еще то, что мы делаем фактически интеграцию с другими образовательными модулями и разделами основной программы. Это очень важно, потому что это вот подход, когда робототехника для робототехники, это не совсем правильный момент. Для нас важно, чтобы вот все те принципы, о которых уже было сказано в предыдущем выступлении, они были реализованы. И один из них очень важный – это принцип системно-деятельностного подхода, когда ребенок является субъектом. Вот у нас 3 субъекта фактически. Это ребенок, педагог и сама среда, или образовательный модуль. Пойдем дальше, пожалуйста. Я обозначу тут вот ресурсы, которые вам будут полезны как педагогам, если вы ведете робототехнику в рамках наших программ, то, наверное, не только в нашей программе. Это ресурсы чисто как приложение к мобильным устройствам и к пиктограммке. Вот с одним из них, даже, может быть, нет, с одним, только по Lego Vidu 2, сегодня мы успеем немножечко познакомиться, с остальными я вам просто их обозначаю, что они вам пригодятся. Дальше, пожалуйста. Книжечки, которые могут быть полезны, они... мелькнули, да, вот они. Как сама программа, я уже говорил, была книжечка вот по образовательному модулю робототехника и
для дошкольного уровня. И доступно на сайте ltland.ru вот образовательный модуль «Робототехника и искусственный интеллект», который выполнена как программа для как раз внеурочной деятельности для начальной школы. Дальше, пожалуйста. 2 уровня. Посмотрим, какое оборудование от себя уже зарекомендовало. И еще раз повторюсь, что в отличие от, скажем, классических кружков по робототехнике, от дополнительного фактически системы дополнительного образования, даже от системы, которую я видел, например, за рубежом, там в США или, ну, собственно говоря, где-то в других классах я в других странах не был, но вот встречается все время, когда каждый ребенок имеет примерно один и тот же набор. И такой класс компьютерный, и плюс еще добавляется набор. У нас нет. Мы на этом и экономим деньги, и главное это этот принцип, когда дети постепенно с разными наборами знакомятся, и это еще комбинируется с другими образовательными модулями, тоже с очень интересной средой. И вот значит, на этих картиночках 3 абсолютно четко необходимых, ну, они все, в общем-то, хорошие, даже более-менее друг друга могут заменять, но вот классика – это лого-робот Bibot. Есть разные лого-роботы, но пчелка, она самая управляемая, самая интересная. И вот то, что я говорил, интеграция с другими разделами, с различными предметами даже. У нас позавчера был, нет, не позавчера, а на той неделе в пятницу круглый стол. Новосибирск предлагался, причем по как раз программа STEM-образования для детей с ОВЗ. И педагоги из детского садика «Сказка» Краснодар, нет, не Новосибирск, Краснодар, извините, пожалуйста, Краснодарский край, из Краснодарского детского садика «Сказка», из муниципального, они представляли, ну, прямо 30 различных ковриков для того, чтобы, собственно говоря, заниматься не познавательным даже развитием, чем занимается, ну, как бы даже по цели нашей программы и робототехника в том числе, а развитием речи в том числе и логопедии. То есть 30 разных ковриков. Здесь вот есть один коврик, образец его для того, чтобы давать математические представления. Конечно, такие коврики могут быть сделаны для начальной школы, но там просто замечательные со звуками и с различными разделами вот этого области развития и с различными проблемами в освоении речи, с учетом проблем чисто вот тех, которые индивидуально у детей. Очень важный набор – это Huna, Huna Brain A. Чем он хорош? Он тоже не требует компьютера пока, и с ним можно программировать. И вот начало программирования и конструирования, там, когда мы смотрели основные темы, конструирование, моделирование и программирование, вот как бы 2 составляющие. Причем интересно, что дети, которых очень любят конструировать и даже моделировать, они не очень любят программировать. И наоборот. Ну, это бывает и универсалы, но их очень немного. Вот. А самый прекрасный набор для такой, где и то, и другое, это классический набор, уже я считаю, тоже Lego Vidu 2.0. Это прекрасный набор, мы на нем немножко больше задержимся, потому что он в детском саду появляется где-то на уровне подготовительной группы и прекрасно переходит в начальную школу. Здесь есть еще «Малыш 2» и такой набор китайского происхождения, очень удачный Бодзи, который тоже решает, как ни странно, те же задачи, что и Lego Vidu 2, но он проще, он дружелюбнее, и он вообще, видите, даже так по возрастам так вот расположены, как бы от младшего, от 4 лет до 7 лет, он где-то посередине, он как раз как промежуток, но, кстати говоря, его можно использовать и как начало введения и в программирование, да, заодно и там и собираются разные модели, в том числе можно немножко помоделировать в начальной школе. Идем дальше. А вот наборы, которые у нас даются уже для начальной школы, у них остается Lego Vidu 2,
Вы видите здесь тот же Бодзи, вот этот вот китайский интересный робот. И появляется вместо малыша 2 его старший брат, стажер А. И старший брат Виду 2, здесь я его показал, но вообще там была пиктограммка, это новый набор Spike, Spike Prime. Я о нем не буду говорить, потому что о нем можно очень много говорить. Блога-робот превращается в такую замечательную совершенно машинку с разными функциями, которая, вот она у меня даже здесь на моем рабочем месте дома, и я вам дам даже практическое задание по нему, потому что здесь, в отличие от движения только вперед, направо и налево, вперед-назад, вправо-лево, то, что в логопрограммировании, есть возможность варьировать, то есть можно двигаться вперед на какое-то расстояние. Давайте следующий слайд. Вот, и фактически тем, что там задается, а он четко шагает, так же, как и пчелка, на определенное расстояние, не зависит от состояния батарейки, и он может, робот, поворачивать на тот угол, который можно задать. Следующий слайд, пожалуйста. И в этой связи можно вот сделать даже простую программку. Вот видите, она мне написана. Она, кстати говоря, этот робот не требует, так же, как и Бибот, компьютера, но программу можно видеть, которая набирается. И здесь вот программка, которая квадратно начертит со стороной 5 сантиметров. Это вперед на 5 сантиметров, потом поворот на 90 градусов. Кстати, по умолчанию он тоже делает на 90 градусов. И так 4 раза. Кстати говоря, у него есть цикл, и это уже важный элемент программирования, и есть возможность сделать процедуры, тоже важный. Такое вообще, вот есть понятие структурное программирование, в нем это программирование имеет место быть. То есть это такой уже мостик для дальше, для Python и более сложных. Но, тем не менее, этот робот может использоваться, если не мерить углы, и вполне даже в дошкольном образовании. Но мы его рекомендуем как тренажер, в том числе по математике, для того, чтобы его использовать в первом-втором классе. Идем дальше, пожалуйста. Малыш 2 у нас, видите, тут разное количество деталей. У них и число электронных блоков, то есть мозг роботехнического набора, это платы, там и там есть трек Дуина, как верхняя плата, но в малыше 2 не предполагается, что дети могут ее программировать, там сразу сделаны уже готовые программки, которые управляют теми моделями, которые дети собирают. Вот. А в стажере можно программировать, и программирование там идет на вот этом событийно-визуальном языке типа Scratch, так же, как и в Lego Vidu 2, сейчас мы к этому перейдем. Вот. И что, конечно, здорово, что это оба набора, они российские, потому что электроника здесь российская, хотя пластмасса, к сожалению, с Юго-Восточной Азии. Пойдем дальше, пожалуйста. Обратите внимание на количество деталей, потому что количество деталей – это то, что пропорционально цене. Вот у нас, значит, видели здесь 300 деталей, 660 деталей, но, конечно, стажер дает очень много возможностей. Вот сейчас вот одна из новинок, которая дает и стажер, ну, кстати говоря, и малыш 2 тоже может это использовать, это нейропилотирование. То есть такой вот, сейчас посмотрим это вот небольшое, если можно, запустите, пожалуйста, там минутное видео, внизу есть ссылочка на запуск, или просто кликните на фотографии, на кадре. Мне кажется, должно Сейчас пойти видео. Пытаюсь, она не запускается. Я секунду налажу, я вам листаю. Наталья Сергеевна, спасибо большое. Сейчас я просто включу раздачу с YouTube, но мне надо минуточка, чтобы сообразить. Я пока буду идти дальше. Вот смотрите, мы пошли сейчас, я считаю, что малыш 2 и стажера – это наиболее интересные, только Spike может сравниться, ну, у него тоже очень много деталей, со сложностью сбора и вариативностью разных моделей. Здесь вот
те самые инженерные компетенции, они могут как бы развиваться прямо за счет того, что в отличие от Лего, соединений здесь 6 разных типов, а не одно. И детали тоже, они немножко вариативны с точки зрения того, самих принципов соединения. Ладно, видео не было, пойдем дальше. И еще раз скажу, что и для школы, для начальной, так же, как и для детского сада, Лего Виду 2, их роль просто не самая высокая, самая большая. Это самый полифункциональный робототехнический набор. И тоже он может давать определенные, скажем так, и по математике, по физике, по окружающему миру разные задания, потому что очень много разных моделей, которые можно собирать. Давайте дальше, потому что времени остается все меньше. Я хочу вспомнить, помните вот это вот очень важное, вот это вот культура эффективной деятельности. Вот именно в Lego Виду 2 там сделано все, даже вот коробочки все промаркированы, с какие детали. И очень важно ребенка научить работать, ну или ученика, когда он уже в школе, уже побольше он, а все равно вот эта вот культура, почему-то у нас даже иностранцы оценивают россиян, буквально сегодня прочитал оценка, чем мы отличаемся от тех же китайцев. Во-первых, мы имеем другую культуру и менталитет, без комментариев. Во-вторых, мы более дерзкие и более непредсказуемые, жизнь заставляет. И третье, мы никогда не доводим дела до конца и не можем в деталях быть достаточно аккуратны. Тут мы проигрываем даже китайцам, не говоря уже о немцах и тем же датчанам. Давайте дальше. Да, и здесь очень интересное программирование. Оно легкое, интуитивно понятное, причем это тот набор, который позволяет начать программировать, даже не имея самого набора. Вот можно, конечно, собирать и потом программировать, а можно начать программировать еще до того, потому что, будьте любезны, следующий слайд, есть разные типы команд, и некоторые из них, они замыкаются на экран самого гаджета управляющего, например, iPad или там компьютера. И вот сейчас будет ссылочка на ту образовательную среду для Lego Виду 2, вообще для Lego Education, которым я вам очень сильно рекомендую. Когда открываешь эту ссылочку, вот появляется вот этот вот снизу в левом углу плакат, а вот это типа разные команд, я на них сейчас не останавливаюсь из-за отсутствия времени. Дальше. Тут вот я говорил про Бодзи. На самом деле это как бы упрощенный вариант в чем-то Lego Виду 2 и более простой. Хорошо, когда и тот, и другой набор есть. Очень нравится и детям, и студентам, которые здесь вот мои студенты занимаются этим набором. Там всего-навсего 130 деталей, в 2 раза меньше, чем у Lego Виду 2, в 3 раза меньше, чем у Спайка, 3,5, и во много раз меньше, чем у стажера. Но, тем не менее, все задачи решаются. И тот же принцип программирования такой Scratch, немножко упрощенный, и тот, где само приложение ребенка позволяет этим заниматься. Дальше. И, наконец, искусственный интеллект. О нем я могу только порекомендовать, может быть, завтра я дам более подробно. Мне кажется, что у нас есть, видите, вот этот вот маленький робот, он совсем недорогой, у него не так много возможностей, как, может быть, можно найти у какой-нибудь колонки интеллектуальный Яндекс или... Но вопрос вообще, как работать с информацией и как представлять нашу эту реальность, которая имеет свои плюсы и минусы, свои риски и свои будущие возможности для маленького нашего воспитанника. Давайте дальше. Вот, здесь есть видео, мы не будем, наверное, его показывать, потому что времени уже нету.
про искусственный интеллект, я лучше обозначу две задачки, которые можно решить с помощью искусственного интеллекта. Пожалуйста, следующий слайд. Вот, как ни странно, задача эта решается в том, чтобы у нас есть модули по исследовательской деятельности или по даже экспериментированной живой и неживой природе, если говорить про дошкольный уровень. А можно еще работать по исследованию информации, которую можно получать из интернета или из каких-то других источников. Вот искусственный интеллект может в этом очень здорово помогать и демонстрировать и свои возможности, и заодно формировать вот эти все компетенции, о которых здесь идет речь на этом слайде. Вот особенно критическое мышление, потому что самый первый вопрос, что хочется задать, давайте последний слайд, он практически содержательный, это, например, какое самое быстрое животное в России? Хочется это сразу спросить, но при этом возникает ответ, с которым надо что-то делать, либо его принимать, либо проанализировать, а правильно ли он. Вот. А вот если задавать по очереди, то будет совсем другая история. Это тоже вам как возможный тест, как построить занятие вот, с получением информации и с ее анализом и дальнейшим презентацией, выводами, все, что делается при обычной исследовательской деятельности детей. Все, наверное. Последний слайд там... Спасибо, Сергей Александрович. Это справочные материалы. Ну, все, наверное, тогда. Да. Давайте самым последним включим, потому что там есть наши ссылочки, куда мы можем пригласить наших коллег, кто нас слышал. Да, и я хотела, коллеги, подчеркнуть, и Сергей Александрович нам действительно незримо помогают. Все те ссылочки, которые так быстро не удалось запустить, они в чате выложены, все ссылки на YouTube, о которых говорил Сергей Александрович. И, спасибо. Уважаемые слушатели, могут легким движением руки к ним перейти. Дорогие коллеги, а я понимаю, что у нас уже на 2 минуты мы перебираем. Хочу вам показать, вот видите, какие интересные вещи мы приготовили на завтра с вами. Мы с вами завтра мультик снимем, мы сможем еще задания по робототехнике выполнить, наверное, да, которые Сергей Александрович начал. Я хочу пригласить вас и приглашайте своих знакомых. Завтра вы видели по программе, у нас уже мастер-класс. То есть если сегодня проектная сессия, и мы пытались вот показать вам, она обозначена точки роста, да, то есть я в своем выступлении постаралась обозначить преемственность. На примере одного из интереснейших модулей вы сейчас увидели и как среда развивается, и как задачи развиваются. То есть вот этот посыл точки роста сегодня... Ну, я думаю, различные грани мы с вами посмотрели. Завтра у нас объявлен мастер-класс, поэтому завтра будет больше акцент на практику, и мы вас с удовольствием ждем. Да, Сергей Александрович? Так точно. До завтра. До завтра. Спасибо, что были с нами. Спасибо большое.